Глава Ингушетии рассказал главе Самарской области о масштабном производстве алюминиевых радиаторов отопления, которые могут применяться как в автономных системах отопления частных домов, так и в системах центрального отопления многоэтажных зданий и многоквартирных комплексов. Учитывая серьезные масштабы строительства в Самарской области, глава Ингушетии предложил наладить поставки продукции в регион. Также есть перспектива взаимодействия региона в вопросах поставок спецодежды и обуви производства Республики Ингушетия в Самарскую область. Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов созданы все условия. Одним из важнейших является удобная логистика. Отдельной темой для обсуждения стал вопрос об авиасообщении между Самарской областью и Республикой Ингушетия. Летом текущего года были запущены еженедельные регулярные рейсы из Самары в Ингушетию и обратно. Во время встречи глава Республики Ингушетия обратился к Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность дополнительного рейса между регионами. Это бы способствовало увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристических связей, а также позволило бы жителям соседних регионов добираться до Республики Ингушетия, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел. Наращивается сотрудничество между регионами и в сфере обмена студентами. Так, в вузах Самарской области, в Самарском университете, техническом и медицинском проходит обучение порядка 100 студентов из Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что республика сегодня заинтересована в квалифицированных кадрах, в первую очередь технических специальностей. Спасибо огромное. Все, спасибо вам. Ну и всегда рад видеть на Самарской земле. Сам приеду на такую землю. Халга. Да, Халга. И ваше предложение, конечно, по развитию сотрудничества, они очень интересны. Уверен, что совместно ряд. Очень серьезный вопрос. Если я на рабочую группу скажу, протокол будет работать. Увидим там массу возможностей, я уверен. Спасибо. Горнолыжный курорт работает? Место вообще безумное. Но у нас там сейчас еще будет строиться гостевой двор целый. У нас 74 регионов уникальная скала, где сдают зачет альпинистов. Я его открывал, ездил в прошлом году, и самарские-то, тоже альпинисты. То есть 1000 метров. Какой-то уклон, стена. Отрицательный, что ли, уклон? Немножко. Ага. И поэтому считается, что они там, какие-то разряды сдают. Мы туда коммуникации подвели сейчас, и у меня инвестор появился, 250 человек приезжает. Альпинисты. Это удивительные люди. Надо ехать, очень красиво, не пожалеете. Подтверждение скажу, что в прошлом году у нас же пограничная зона, там фиксируется, кто проезжает. 700 тысяч человек проехало в Жайрарский район. 700 тысяч. Полугодие закрыли более полумиллиона. Так что рады всегда. А тем более самолет. 2 часа 10 минут. Теперь прямой. 2 часа 10 минут. Вы там. Понимаете? А там все, аэропорт прям. А до города оттуда 30-40 минут доехал и все. Договорились рейс запустить и запустили. Вы дальше так будем действовать. Спасибо.